Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Александр, компания «Центр домостроения». Мы находимся на Эжвинских дачах. И что же мы здесь делаем? Мы здесь делаем черновую отделку. Буквально год назад мы построили вот этот прекрасный одноэтажный дом. Сейчас пришло время к черновой отделке. Давайте покажу. И до начала обзора давайте вспомним, каким этот дом был год назад. А теперь пошли смотреть. Давайте зайдем в дом. Мы видим уже утепленный пол и утепленный потолок. Что же увидим мы еще? Давайте глянем. Давайте глянем, а? Здесь та же история, посмотрите, утеплили пол, пока накидали фанеру, но лаги уже зафиксированы в уровень. И утеплен потолок. Четко натянута пленка, проклеены ленты, ну и забита черновая доска под коммуникации, под отделку. Денис, что же вы делаете? Сейчас ищем самую верхнюю точку. Так. На полах, ну то есть на балках. Для того, чтобы от нее уже отталкиваться полностью. Все полы отвести именно от самой верхней точки. И для этого вы выставили лазерный уровень. И вот лазерный уровень позволяет нам максимально идеально выставить пол. Четко. Дело, как видите, идет. Полы утеплены. Насколько четко, да, выполнена работа. Здесь 20 сантиметров утепления в разбежку с перехлестом стыковок матов. 20 сантиметров, значит, у нас утеплителя. Потом идет специальная пароизоляционная пленка, лаги для выравнивания пола и пойдет фанера. Шикарно. Ну а вот те черные ленты, это для герметизации, чтобы бытовые пары, ну и в целом даже какая-либо влага не проникала в утеплитель, утеплитель не намокал и полноценно выполнял свою функцию, потому что сырой утеплитель, он теплопроводен, он проводит тепло, то есть холод легко заходит, тепло легко выходит, а сухой утеплитель, наполненный воздухом, прекрасно выполняет функцию, сохраняет тепло в доме. Все, сказал. Семена. Да. Можно еще показать то, что мы лаги не соединяем стык друг с другом. То есть у нас они есть разрез, антискрип. У нас между лагами и между фанерой есть зазоры на микрохождение. Посмотрите, как герметично мы проклеили эту ленту. Все очень герметично получается. Товарищи заказчики, оценивайте. Оценивайте. У нас же есть потенциальные заказчики, да, которые просто смотрят, интересуются. А есть непосредственные наши заказчики. Вот собственники данного дома. Тоже хочу, чтобы вы оценивали наш подход. Посмотрите, как все четко, как все аккуратно. По сути, это скрытые работы. Представляете, вот мы пришли, сделали, уложили маты, да, заложили все пленкой, а вы даже не в курсе, как это все произошло. Как постелена пленка, как проклеены ленты. Вы должны знать, но это скрытые работы. Вам дом эксплуатировать много-много-много десятилетий. Должно быть все качественно, надежно. Я показываю. Я показываю не конечный результат и не издалека где-то там, да, а вот так вот, воочию, вот крупным планом. То есть можно оценить, как происходит работа и оценить процесс утепления. Чтобы мостиков холода было меньше, тем более не пропускало через лаги или через стыковки, мы их дополнительно пропениваем. Посмотрите, мы же утепляем здесь сверху, правильно? До сюда, вот до сюда. Но воздух может через щели там проходить. Понимаете, вот через эти щели сверху и проникать вниз, в само помещение. Поэтому мы пропениваем.
начало положено, да, и видите, да, как герметично. Очень аккуратно уложены маты. Ни из кусков, ни поналеплено, а максимально герметично. И по полу мы еще дополнительно укладываем вот такую мелкоячеичастую сетку от грызунов. Пойдемте покажу. Там ведутся работы. Прошло пару дней. Давайте покажу, что мы сделали. Посмотрите, как красиво, приятно это выглядит. Вот мы видим уже фанерный пол, утепленный потолок. Прекрасно. Далее пол в доме полностью был утеплен и была постелена фанера. Фанера, обратите внимание, листы фанеры в разбежку, чтобы швы между собой не сходились. Все прочерчиваем вот так вот идеальненько сначала. Но я вам говорил, что мы работаем под карандашик. Сначала чертим, потом пилим или сверлим, или режем. Все под карандашик работаем. Вот некий такой перфекционизм. Посмотрите. Четко, да? Четко. Очень, очень четко. И такая же работа и по утеплению. Настелили специальные пленки пароизоляционные. Оклеили все такими еще лентами для герметизации. Везде посмотрите, как все очень аккуратненько. Аккуратненько. Что пол, что потолок. Технологические зазоры мы просто утеплили, с двух сторон укрыли пленками и лентами. Также все очень герметично. Четко, да? Ну, нравится, нравится. Красота. Реально красиво. Этот дом мы построили в прошлом году. Мы взяли обычный брус, прострогали его, сделали декоративные фаски. Вот такая красота. Сейчас уже утеплили пол, настелили фанеру и сделали утепление потолка. Ну, в целом, основная тяжелая работа, она уже проделана. Дальше уже идут легкие коммуникации, что делается очень быстро. Ну, монтаж окон и дверей здесь считанные часы. Коммуникации, по сути, тоже считанные дни. Быстро, быстро! Как быстро строится дом, когда заказчик этого хочет. Как быстро исполняется мечта. И можно кайфовать. Здесь же классно. Послушайте. Слышите? Вот я сейчас сижу здесь на стульчике, да, можно сказать, за чашечкой ароматного чая. Ну, здесь же кайфово, ну, исключительно классно. Дорогие друзья, если вам необходимо построить дом или сделать черновую отделку, утепление, настил фанеры, обращайтесь в компанию «Центр домостроения», город Сыктывкар, улица Советская, дом 8, офис 203, наш телефон 48 47 48. Приходите, проконсультируем, сделаем вам расчет. Ну а на этом все. Вы идете домой принимать решение. Будем рады, если выберете нас для строительства уже вашего дома мечты. До встречи на консультации. Пока-пока.